номер. В принципе, хорошего качества. Это уже утро. Ребенок наш просыпается и не хочет просыпаться. Вчера набегалась. А, еще поспит. Ну, пускай спит. Сегодня у нас мебель кое-какая. Ну, там 640 километров. Вот. А вот это, тут так интересно. Вот мы заехали в этот гостиничный комплекс Талон. Сейчас я покажу вам. Из окна видны такие вот поля. Это вот при гостиничном комплексе. Они сами сразу выращивают картошку, теплички вот у них там стоят, то есть у них свои фрукты, овощи. И этим нас кормят. Так, ну и соответственно все любят смотреть и снимать эти самые санузлы. Вот тут тоже он есть. Все чистенькое, все прям чистенькое сверкает. Вот так вот. Вот так вот выглядит сейчас бампер. Трупы. Трупы. И еще раз трупы. Вот так вот. Вот они все изверги. Скольких я убил? Какая боль. Вот завтрак мой. Вот и Юлин завтрак. А вот Юля. А вот Кира. Пустую вилку облизывает. Скажи привет. Скажи привет. Привет. Здрасте. Все трудно. Ложилась. Это у нас гостиничный комплекс Талон. Все время здесь останавливаемся. Записывает. Да? Ну сел плыть, блядь. Все, мы поехали. Нифига как гонить нужно. Железная цепь. Внимание! Так, что, вот она записывает. Значит, что мы хотели сказать? Там сначала скандал наш с Кирой. Нет, я ее только что же включил. Скандала не получилось. Останавливались вчера в гостинице Талон. Это, короче говоря, на... Как правильно сказать? Южная, западная. Ну, в общем, на какой-то объездной Читы. Как бы это федеральная трасса. Она, когда подъезжали к Чите, она была нормальная. Через какое-то время там мы доехали до ремонта дорог. Там идет строительство активное. В общем, проехали, заселились, покушали, все хорошо, вот прям нам вчера понравилось. Переночевали, все хорошо. Гостиницы номера я поснимал тоже там, в принципе, вполне себе очень даже ничего. Сейчас выехали. Номера стоят, короче говоря, 3000 рублей. Это номера для путешественников с детьми. Ну, то есть одна большая двухспальная кровать и плюс дополнительное место. Там у кого диван, у кого там какой-то раздвижной диван. В общем, короче, дополнительное место. Вода присутствует, то есть удобства все в номере. Все довольно-таки комфортно. В общем, все, что нужно для того, чтобы, будучи на трассе, остановиться, переночевать, покушать и тронуться дальше. Сейчас мы едем, опять же, по той же объездной, по Читинской объездной. Впереди у нас, по-моему, если мне не изменяет память, первый крупный поселок — это Улеты. Там, кстати, есть газовая заправка, но, во всяком случае, 5 лет назад она была. Сначала не так часто газовые заправки, но потом почаще, там уже ближе к Байкалу, в Улан-Удэ есть заправка. Сейчас мы будем проезжать здание. Вот тут вокруг, в принципе, на камеру, наверное, видно через стекла. Тут вокруг степь. Мы подъезжаем к 4-этажному жилому дому, но он не жилой. Вот он просто один стоит в степи. Вот как города-призраки есть, а это дом-призрак. На нем уже наверху, на крыше растут деревья. В общем, да, 4-этажная, 3-подъездная КПДшка стоит. Мертвая. А может быть, в ней никогда и не жили, я не знаю. Может быть, где-нибудь недалеко
часть, что-то вроде казармы. Как-то так интересно, Да зараза. нет, оно же, по-моему, стекол нету Да, вообще. стекол нету, балконы уже поотваливались, вообще ничего нету, просто голое здание. Вот сейчас вот, наверное, видно будет там. Так интересно. Как каждый раз вообще проезжаем и смотрим на него. Ну, в прошлый раз, когда мы ехали по этой дороге, вот этот участок дороги ремонтировался, и здесь, ну, как бы, сказать-то помягче. Ну, медленно мы передвигались. То сделанный участок, то весь расковырякованный, расковыренный. До Улан-Удэ мы сегодня по-любому доедем. Попытаемся остановиться в гостишке, где мы потеряли 5 лет назад соску, да? Ну, мы там останавливались 4 года назад. Ну, 5 лет назад. Не 4, мы 5 лет 4 назад. года назад, когда мы ездили в Иркутск. В Иркутск. А, 3 года назад, да. 3, вернее. Да, точно, мы там тоже Мы останавливались. останавливались там. А это Там очень вкусное такое питание. Мы там обязательно остановимся. Вот, до Иркутска нам пишет, что 1061 километр. Вот, 5 километров до Домны. Но она в стороне. Она нам не мешает. Не знаю, что такое Домна. Ну да, вот там какой-то поселок или деревня. В общем, как бы получается, по сути, мы Читу проехали. Она осталась позади еще, можно сказать, вчера. Это вот, не знаю. Если бы мы поехали через Читу, это было бы значительно дольше. Да, вот улеты 80 километров и Танга 164. Улеты прикольное название, да? Ты кто? Я улетец. Ты кто? А я улетка. Улетун. Ну что, нам понравилось в этом гостиничном комплексе? нам понравилось. Ну мы там еще весело время провели. Вечер Да, вечер удался. Мы это самое посидели. Почувствовался отпуск наконец. Да, кстати, ага. В компании. Было Неизвестно по сути где, по большому счету. Далеко Такое от дома. умиротворение и кайф. Сегодня у нас такая дорожка будет, как бы много деревень, особенно поначалу она, когда будет строго на юг идти, много деревень мелких, узкая дорога, там потом еще, кстати, будет какой-то город, поселок, как-то Зимний Сад, не Зимний Сад, как-то так хитро называться будет. Вот, мы въезжаем в лесной городок. Все что-то рассказывают, эти блогеры. Что они рассказывают? То, что видят, рассказывают, или то, что у них в памяти засело. Номера 2000, завтрак у нас 470 рублей вышел. Горячая вода присутствует. Да, тоже. Ну да, я ж потом повырезаю. Что еще там было? Значит, есть такая особенность, можно загнать машину во двор. То есть, если вы покупаете номер, да, и зимой есть теплый гараж. Теплый гараж услуга стоит 200 рублей. Ну, это, как понимаю, ночью. В принципе, если вы путешествуете зимой, чтобы машина оттаяла, не замочила там на улице, а здесь тоже минуса в Чите бывают такие нормальные, почти как в Якутске, то это даже очень хорошо. Дорога свободная, сейчас едем. Прямая. Да, кстати, единственное, что она сильно прямая, потому что когда совсем прямая дорога, ну по ней скучно ехать, если она прямая, особенно если еще даже горок, этих впадин нету. А тут, в принципе, хорошо. Постов, по-моему, сейчас не будет уже. Посты идут на выезде из Читы. Там как-то меня один раз останавливали, гаишники, но мне так остановили, по-моему, то ли время спросить, то ли еще что. Где-то там у какого-то поселка. В принципе, сейчас мы, наверное, круиз-контроль включим и поедем с одинаковой скоростью. Сколько я там наговорил? Уже 10 минут. Вот такие здесь симпатичные бобры. То есть бугор. На нем сначала редкие группы деревьев, маленькие, а потом уже... Так, а что у нас за заправка? А почему так сделали-то? Как я должен туда вот въехать, блин? Развернуться где-то там, создать аварийную обстакановку? Вот такие вот у нас за окном пейзажики. Кстати, вот года 3 назад вот эта речка выходила из берегов и тут все затапливало. Не помню, как она называется. Справа возвышенность, слева долина. Так, еще какое-то время
проехали 3, наверное, заправки, да? И там не было поворота на заправку. То есть едешь, а заправка с левой стороны. И поворот налево запрещен. То есть надо либо проехать, развернуться где-то, либо, короче говоря, что-то мудрить. Не совсем удобно. Да я бы сказал, очень даже неудобно. А бензин здесь, короче говоря, вот есть какая-то заправка Корс, 48 рублей. А мы заправились на заправке Нефтемаркет по 49,20. На Корс нам вообще неудобно было заезжать. В общем, все равно заправились. Ну, уже заправились, что теперь, уже ничего не сделаешь. Все, теперь газ у нас заправлен, где-то у нас у кого-то дверь открыта. Меня тоже не закрыл. Будь другом, закрой, пожалуйста. Ага, спасибо. Я боюсь вечно. Нет, а ее она даже, нет, она туда не открывается, ее наоборот прижимает всегда. Заблокируй. Да, сейчас заблокируем. Все, мы в домике. Ну, одна камера отказала, будем писать на другую. Значит, сегодня 30 мая, 4-й день нашего автомобильного путешествия из славного города Якутск до славного города Евпатория. Вот, значит, приехали в эту местность, здесь начинается лесостепь. Вот такие вот просторы. Слева сопки и справа сопки. До города Танга 80 километров до Клюрок, 183. Вот, а посередине вот такая вот долина с небольшими горями и долинки небольшими. Вот даже озерцо есть какое-то и, соответственно, какой-то поселок. Погодка подкачала сегодня, не тепло, я бы сказал, больше, чем прохладно, долго на улице не постоишь. Я вот смотрю, они, по-моему, собираются в дождевые тучи, да? Что-то похоже на то, что все-таки пойдет, наверное, дождик опять. Доберемся до горного массива, там большой горный хребет есть. Посмотрим, там видно будет. Может быть, на той стороне хребта дожди идут. Вот тут вот такая лесополоса, да, я помню, ее тополя сидят, растут. Это защита от ветра. Здесь, я так понимаю, это обычное явление. Ну, она Турция, конечно, за ней уже не следят. Это во времена, наверное, Советского Союза еще посадили все это дело. А что ты выключился? Вор. А вот это я читатель такой замечательный. А я спутал с этим, со знакомым названием Албагатай, город. Ой, ну, поселок, не знаю, там вот есть люди побудили. Плюс 10, плюс 14. Холодно здесь. Такой, смотрите, какой приятный городочек, тротуарчик идет, деревья аккуратненькие, все прям такое вот. Ну, правда, с левой стороны не буду показывать, там не очень. В общем, у нас минутка тишины, красный свет на дороге. Ну, въехали в Киловский район. Сейчас посмотрим, сколько до него. Начался горный массив. Подъем, да, вот 70 километров до Хилор, 213 до Петровск-Забайкальский. Мы приехали, заехали в кафе у Марины. Вот такая вот тут беда. Кафе большое. Здесь мы в каком-то году покупали морсик.
Наконец-то мы приехали до этой кафешки. Кафе Регион 75. Туалет, вот трасса. Долго мы до сюда добирались. На монтаж тут еще походу есть. Был. Вот, мы сидим, кушаем. Вот у них всегда есть что-нибудь оригинальное. Да, можно да, да, дорогу да. взять. И все это, сколько? 640 рублей, да, по-моему? Даже Кира там, вот смотри, наяривает. Кушай, кушай. Ну, потому что большой такой перерыв еще. Ешь, ешь. Кушай, все нормально. В общем, короче говоря, мы приехали в Бурятию. Мы устали ехать по этой дороге. Такие ремонты, такие объезды. А еще если на этом объезде попадается вам какой-нибудь трак с каким-нибудь трактором. Короче, это жесть. Надоело уже, честно говоря, ехать. Ну, в принципе, что, почти до УНД доехали, но за целый день, получается, проехали очень мало. Сколько? 680, да, километров до УНД? Да, от того места, где мы были, 680 километров. Нам осталось 137, если не ошибаюсь. Грубо говоря, 550 мы одолели. Ну, местность, в принципе, сейчас получше стало. Время 6 часов. Да, время 6 часов. В принципе, как бы нормально, но чувствуется усталость. Вот, чисто от дороги усталость. Вот, мы въехали в Поршебиль. Ну как, въехали, знак. Мы уже выехали. Нет, она там. Это вот так идет. Знак был, что Поршебиль. Все, вот она. Что еще? Вот она, Поршебиль. Или он. Я не знаю, это город или поселок. Населенный пункт, короче говоря. Я говорю, передачу смотрел. Ага. Вот эти, которые основали-то его, получается, из ссыльни. Вот они тут все инструменты. Тут, короче, как бы всякие мастерские были развиты. И вот они вот выращивают, все выращивают. Они вот научились здесь пшеницу растить. В общем, много чего. Такая такой вот поселочек. Площадки есть. Корова гуляет. Домой сама пошла. Полная. Накопила молока. Ну это же получается еще УНД до Байкала. Мы еще даже до Селенги. Ну да, все равно ближе. Ага. Просто мы еще до этой самой как бы не доехали до Селенги даже. Но она, мне кажется, вот-вот начинается. А, еще обрывы будут вдоль реки. Такие скалы. Прикольно, да. Это Десятниково деревенька. Мы как-то здесь, кажется, здесь пулемет. Такие красивенькие домики. Прям практически на дороге стоят. Вот здесь вот, по-моему, где-то и было. Возле какого-то такого дома. Смотри, вот прям вообще наличники, все такое. Красиво, да? Ну, Все. Магазин, конечно, есть, есть какой-то памятник, но мы здесь не будем останавливаться. вон этот лёг. Да? Еще и нововведение камера, пушка стоит. Диапазон Ки. Да. Смотреть. Здесь камера, вот значок, и значит где-то здесь она. Ну, там на столе. За каждым этим. Да, ну домики вообще обалдеть классные. Не знаю, как камера, конечно, все это запечатлит. Вообще древние. О, нет, ставни закрыты. От дороги шум идет. Одна центральная улица, ну, там, наверное, боковые ответвления есть, скорее всего. Ну там туда. Ага. Ну там древняя, здесь самая красивая, видать, смотрели. Реально Да. центровая. Ага.
каждому такие поворотики. А вот это вот Тарбагатаи. Черемуха цветет. Тоже красивенько, тоже старый городок. Самолета вернее. Вот это бугры, вот это кочки. Вот это прям вообще. А я что-то даже не помню, что как отсюда такой вид открывался. Наверное. Нет, здесь оно, наверное, давно. Хотя как давно, блин, тоже сколько времени? 3 года прошло. Действительно, тут была там такая шатайка. А так вот. Смотри, вот мы постояли и догнали тот же самый грузовик. Вот. Ну и зачем ехать быстро, обгонять, если тебе вдруг остановиться придется, ты по новой всю эту грядку будешь создавать. Да. Поезд вон там, далеко. Все, сейчас мы его не видим. Ну, это, наверное, какой-нибудь спящий богатырь. Есть какие-нибудь фантазии, какие-нибудь тоже вообще, на что похоже? Вот эта скала. Солнце отсвечивает. Не видишь, что ли? Какой-то грива, голова. Лев лежащий. Да? Похож? Прям как Лена. Ну, она, конечно, не такая широкая, но это селенга. А здесь прям скалы. Папа, это озеро? Нет, это река. Это река Селенга. Папа, это море. Ну, до моря еще далековато. Ой, Кира, знаешь, как нам хочется? Ну, не имется. Надо очень быстро приехать. Нет такой горы. Вот так вот едем. Ну, слушай, а вот сейчас даже, когда вот мы ездили, это, как сказать-то, зелень была такая уже выжженная, а здесь еще насыщенная, прям только-только появилась. О, тут у них тоже якутские эти наборы на деревьях. Якутско-бурятские. А слева речка, а справа горы. Везде какой-то. Да, все, прям по такой дороге очень классно. Захватывает прям вообще. Вон какие-то мосты. Сейчас, наверное, опять деревеньки. Тут опять мы прямо у реки. Вот интересно, она когда из берегов выходит, она же может затопить эту дорогу. На меня тогда, на первый раз, по-моему, не столько впечатления произвела. Вот я такого только запомнил, что там знаки эти «Осторожно, там не пахнут». Так вот, прям сейчас, прям, особенно с этой цветущей черемухой. Вот, видишь, волнуется. Я-то тут дорожку снимаю, город. Класс. Огонь. Ну тоже надписи вот эти, зачем, блин, я не знаю. Начертили, блин, РВК какие-то. А здесь речка. Вот она. Вот. В общем, настало время включения из Читы. Мы добрались до Читы, но, к сожалению, немножко мы потерпели фиаско. Вот, мы в пригороде Читы, в гостинице номер сняли, все, сейчас покушаем. В общем, одна машина у нас поломалась. Toyota дала сбой. Я, честно говоря, удивлен. Я думал, Toyota как бы в таких ситуациях не подводит, но тем не менее это случилось. На одной машине пропала зарядка, полетел генератор. Ну, соответственно, сдох аккумулятор. В километрах, наверное, в 20 от Читы. В общем, Макс у нас там остался.
Мы всех захватили, привезли сюда. Как говорится, дети в безопасности. Генератор уже нашли, но время не позволяет его сегодня купить. Так как время уже тут сколько-то, по-моему, 9 час или уже 9, наверное. Вот, завтра поэтому съездим, купим Вену, поставим и поедем дальше. Ну, план, по крайней мере, такой. Больше там, по сути, ломаться-то, по идее, нечему. Ну, фиг его знает, у него фаршированная Toyota. Свеженькая. Вот что, значит, мы остановились на берегу реки, гостиница на берегу реки, на въезде, я не знаю, тут не будет, наверное, видно. В общем, с той стороны у нас видно мост чуть-чуть. Вот оттуда мы приехали. Вот там горка, на ней 2 оленя. Ну, это местная достопримечательность. И вот еще вот здесь вот так вот видно реку Селингу, вот там вот между гостиницей и машинами, вот она течет. Что, ну, неприятно, но что поделаешь, по-другому никак не получается. Был вариант еще притащить Макса на трассу, но тут магазинов-то это надо, то есть надо ехать опять в город, получается, автомагазины искать 24 часа. И заправки тут рядом нету, чтобы вот с магазином. Я вот не знаю, вот там вот есть, сейчас покушаю, может быть я действительно прокачусь. Там вот следующее что-то стоит, если там заправка с магазином, там что-то вроде Газпромовской, там можно купить, наверное, можно будет купить трос. Тогда можно ну, ночью тоже не вариант, наверное. Короче говоря, план такой, что на утро все решить, ну, посмотрим. Обидно, что чуть-чуть не доехали. Так бы, в принципе, если бы машина здесь стояла, спокойно легли бы спать, на утро бы сгоняли на второй машине, купили бы и тут же поставили, поменяли. Все, в принципе, для этого есть руки, есть тоже голова, соображает немножко. Вот. Ну, в принципе, все, наверное. Гостиницу там показывают. Ну, первую попавшуюся взяли. Ну, в принципе, как бы переночевать хватит. Удобства почти есть, потому что в одном номере есть, в другом нету. Ну, это не страшно, как бы. Главное, есть крыша над головой, и все. Вот. Пока что так.